Начался прием заявок на участие в республиканской деловой игре «Министр-2019». В этом году игра организована по новым правилам в несколько этапов. Принять участие может любой желающий в возрасте от 16 до 45 лет. Регистрация уже открыта и продлится до 20 июня на портале kadry.saha.gov.ru. Подробнее об этой игре мы поговорим сегодня с гостьей нашей студии Ириной Ивановой, руководителем отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Ирина Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вначале расскажите о самой игре и для чего она проводится. Ну, данная игра проводится 11-й год в формате республиканского и проводится в целях выявления лидерского потенциала учащейся молодежи и молодых руководителей. Много ли участников деловой игры «Министр» получили работу в органах исполнительной власти? Ну, если смотреть на 10 лет, конечно же, по итогам каждой игры мы рекомендуем участников на включение в резерв управленческих кадров, молодежный кадровый резерв. Ну, конечно же, были назначения, это заместители председателей правительства, министры, все они были ранее участниками деловой игры. Также приведу пример с прошлого года. У нас участвовала школьница, и, ну, в общем, она показала себя очень достаточно яркой девушкой. После игры с ней подписали договор на целевое обучение с крупной компанией, да, и, соответственно, сейчас она обучается в Санкт-Петербурге по целевому обучению. То есть ей оплачивают обучение до завершения. А какие проекты были претворены в жизнь? Проектов достаточно много. Каждый год разрабатываются проекты именно социально-экономического характера, да, и на решение каких-то проблем существующих. Ранее было предложение по созданию технопарка, который уже сейчас ведет работу уже который год, да, это участниками первой игры. Также был утвержден День Арктики, это тоже было предложено участниками игры. Ну, очень много таких моментов, которые касаются именно социальной сферы, экономической сферы, было предложено участниками, разработанными именно во время проведения игры. А как проходит отбор в этом году и могут ли принимать участие бывшие участники проекта? Ну, отбор у нас начался с 27 апреля, он завершится 20 июня включительно. В этом году формат другой, нежели было 10 лет. Если ранее мы 5 дней участники собирались на одной территории, получали вопросы и разрабатывали проекты. После этого проходила защита, то есть это шло 5 дней, то в этом году проводится отбор, то есть, соответственно, заявки мы принимаем до 20 июня. С 1 июля по 31 июля у нас проходит отбор, это тест на общие знания, на способности. Также участники будут готовить видеопрезентации, самопрезентации, где они расскажут об успехах, о реализованных проектах. И после этого у нас идет полуфинал. Полуфинал у нас тоже проводится в заочном формате. Это будет с 10 августа по 31 августа. Там тоже они проводят тестирование на выявление личностных особенностей участников. И после этого у нас проводится финал. Финал мы планируем примерно с 20 по 22 сентября. Финал у нас пройдет в очном этапе. Соответственно, по программе это будут проектные и стратегические сессии. То есть это достаточно трудоемкий, объемный отбор, по которым будут набраны финалисты, и, соответственно, финалисты встретятся на очном этапе. А могут ли принимать участие жители соседних регионов? Да, ранее вот еще хотела сказать, добавить, да, то, что повторное участие у нас с этого года возможно. Если 10 лет это нельзя было повторно принимать участие, с этого года мы формат поменяли, соответственно, бывшие участники тоже могут принимать участие. Насчет регионов, игра у нас республиканского формата, соответственно, мы, конечно, стремимся то, что в дальнейшем наша игра получила статус дальневосточного, поэтому, к большому сожалению, сейчас у нас с других регионов не могут принимать участие. Ранее мы проводили заочные этапы, отраслевые игры и зональные этапы, то есть проходили по всем муниципальным образованиям.
Ну, в этом году тоже проводятся такие зональные этапы и отраслевые игры также. Но вместе с тем все участники вот этих отраслевых и зональных игр, они проходят отбор. Ранее говорилось о том, что изменился формат игры. Можете рассказать подробнее об этом? Ну вот как ранее сказала, то, что это проводится отбор, после подачи заявок проводится тестирование на общие знания, допустим, экономики, государства и так далее, да, история, русский язык. После этого идет, соответственно, есть положение об отборе. Они набирают определенное количество баллов, это все автоматизированная система, да, и, соответственно, из, допустим, 2000 участников мы выявляем 1000 участников, которые набрали максимальное количество баллов по итогам тестирования. И они проходят на полуфинал, соответственно, на полуфинале мы оцениваем видеопрезентации, самопрезентации, как они могут презентовать себя, и, соответственно, также они проводят тестирование на выявление личностных особенностей участников. Ну и, соответственно, после этого окончательное количество финалистов в очном отборе это составляет 150 человек. 150 человек у нас будут принимать участие. Ну и, соответственно, если ранее это было по командам, они делились по командам и работали 5 дней, в этом году они также, конечно же, проектная сессия будет проводиться, они будут обучаться. Это образовательные программы у нас запланированы. Ну и также в этом году эксперты подготовят финалистам индивидуальную траекторию развития для дальнейшего развития участников. Да. Также по итогам игры мы рекомендуем в управленческий состав резерва кадров и молодежный кадровый резерв. Также в этом году у нас участники могут выбрать наставника из руководителей республики, крупных компаний, министров и руководителей вообще в целом региона. А по опыту прошлых лет, кто в основном принимает участие в этой деловой игре? Достаточно конкурс такой большой. Уже на протяжении 10 лет у нас набирается очень много количества, очень много желающих. Поэтому в основном это молодые специалисты, 20, 25, 35 лет. Да? И если ранее в 10 лет у нас был возраст от 16 до 30 лет, то в этом году у нас от 16 до 45 лет. И в этом году у нас участники делятся на группы. Это группа А, это от 16 до 23 лет, и группа Б от 23 до 30 лет, и группа С это до 45 лет включительно в момент проведения игры. То есть с руководящим опытом от 3 лет. Такого формата, поэтому возрастное ограничение у нас не стоит, вплоть до 45 лет. Ну а все-таки это люди из каких-то министерств или ведомств? Это могут быть любые, это могут быть учителя, это могут быть врачи, это могут быть молодые специалисты в любой отрасли, да? Могут быть школьники, студенты, представители общественных организаций. Ну и, соответственно, руководителя. Вот как раз-таки категория С у нас относится до 45 лет. Это категория молодых руководителей, то есть которые занимают руководящие должности именно по отраслям и также в других министерствах. А по Дальнему Востоку вообще существует аналог такой игры? Но скажу так, то что с позапрошлого года на территории Российской Федерации проводится конкурс «Лидеры России», мы об этом все знаем. Соответственно, формат, он похож с нашей игрой. Но наша игра проходит на протяжении 11 лет. В 2016 году на Российской Федерации мы получили номинацию «Лучшая кадровая работа». То есть, соответственно, в других регионах мы также презентовали эту игру в течение 10 лет. И каких-то таких аналогов именно данной игры такого не было. Нет, можно сказать. А если возникли вопросы или предложения у потенциальных участников, куда они могут обратиться? Они могут обратиться в наше министерство, на сайт нашего министерства minmulsakagov.ru. Это электронный адрес нашего министерства. Также могут позвонить по телефону 507-124. То есть, если возникают вопросы по отбору, по участию, если будут какие-то трудности, можно позвонить, уточниться или написать на электронный адрес. Также у нас есть электронная почта деловой игры, деловая игра minister.ru. Соответственно, можно туда написать и задать свои вопросы.
А можете рассказать про действующие какие-то проекты, которые уже были исполнены в жизнь? Так, таких проектов, как ранее я сказала, это государственные дни, допустим, День Арктики, да, было предложено участниками определить День Арктики, соответственно, этот указ был принят, мы отмечаем День Арктики, и создание вот таких площадок инновационных тоже как бы предложено нашими участниками. Какие-то направления именно по инженерной отрасли, да, сельского хозяйства также применены, потому что это как бы применены в работу крупными компаниями, либо это исполнительными органами госвласти. Есть такой даже опыт прошлых лет, то, что сами участники не остановились на том, чтобы принимали участие в очном этапе, они продолжили командной игрой уже реализовывать свой проект. А скажите, а школьники, студенты принимают вообще участие в этой деловой игре? Да. Ранее как бы, и ранее, как и было и сейчас, у нас школьники в категории входят, так как у нас возраст от 16 до 30 лет. И, соответственно, есть крупные общественные организации, которые работают с детьми, они также принимают участие. Как я ранее сказала, у нас очень хороший опыт именно направления участия школьников, так как они могут принять участие, показать себя, раскрыть себя, да, и, соответственно, их уже замечают, подписывают соглашение, и, соответственно, можно будет даже обучаться на целевом обучении. А из каких районов приезжают участники для участия в игре? В основном мы принимают почти со всех муниципальных образований. Конечно, бывают немножко затруднения именно северных районов по участию, да, по направлению научные этапы. Но на протяжении 10 лет принимают участие со всех муниципальных образований, городских округов нашей республики. И, соответственно, как ранее мы говорили в прошлом году, на протяжении 3-4 лет мы проводим зональные этапы, то есть в зонах Заречная зона, Вилюйская группа вузов и так далее. Я очень надеюсь, что в этом году примет достаточно много участников участия в этой деловой игре. Спасибо вам большое за интересное интервью. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью» о деловой игре «Министр-2019». Мы сегодня поговорили с гостьей нашей студии Ириной Ивановой, руководителем отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики. Всего доброго!